Спросить, потому что у нас информационно-развлекательная программа. В каком настроении якутяне зимой просыпаются и, собственно, чему стоит у якутян поучиться остальным жителям России? Вот такой вопрос. Жителям других регионов, наверное, надо поучиться у нас, у якутян, вы знаете, вот любви к жизни. Потому что мы, еще раз говорю, существуем в самом суровом регионе вообще мира. Вот. Здесь, как говорится, как говорят некоторые мои друзья, которые приезжают минус 50, дышать даже трудно. Вот. А когда они видят, вот как наши жители радостно ходят, а дети играют в футбол при минус 40, у них просто они качают головой и говорят, что мы понимаем, что такое любовь в жизни. Я просто один пример расскажу. В прошлом году вот ваши коллеги приезжали, ТФ1, центральный канал Франции, и снимали здесь фильм про нашу жизнь. Мирно снимали в Якутске. И в один прекрасный день, когда была температура минус 47, я их повез по городу показать работу городского хозяйства. Как мы убираем улицы, как мы убираем мусор, как мы ликвидируем коммунальную аварию, которая из-за того, что трубовод там образовалась, как работают строители при таких температурах. Они полдня со мной ездили, потом приехали сюда, в этот же зал, и я у них спрашиваю, как ваши впечатления? Они так грустно вздохнули, потом улыбнулись, сказали, вы знаете, мы когда с вами ехали, думали, что в этом городе один крейзи, это мэр. Сейчас мы поняли, что в этом городе живет 350 тысяч таких людей, как вы, потому что вот мы не можем даже 5 минут на улице простоять, а вы тут живете, радуетесь, и вообще вам все здесь нравится. Поэтому жизнелюбию надо у нас учиться. Я добавлю, наверное, с чем просыпается якутянин. Вот сегодня, например, я думаю, что большинство якутян посмотрели в окно, утром, когда проснулись, не на термометре, и сказали, сегодня, однако, тепло, только минус 30 или минус 32. Вот это наше чувство всегда из всех острых ситуаций находить позитив, он присущ якутянам.